Уютный домик и свой земельный участок вдали от городской суеты. О такой жизни, говорит Оксана Филяева, мечтала с самого детства. В Коми вместе с мужем и дочкой Лизой переехала прошлой весной из Челябинска. Сразу впечатлили огромные сугробы и длинная зима. Раньше посадками Оксана не увлекалась, была типичным городским жителем. Теперь же с удовольствием знакомится со всеми прелестями аграрного дела. На территории семья планирует развести большой цветник. Плодотворно на новом месте прошли и лето, и осень. Вишня и смородина. Смородина, получается, за домом. 3 куста, красная и черная. Очень много клубники, 4 грядки клубники. Ну и, в принципе, остальные посадки летом – это лук, чеснок, цветы. Я, получается, высаживала лилии, тюльпаны. Хоть и лето было влажное, но клубники был хороший урожай. Конечно, мы расстроимся, если так вот все будет. А будет, вероятнее всего, действительно не очень хорошо. Прогнозы агрометеорологов неутешительны для аграриев любого масштаба – и частников, и сельхозпредприятий. Предупреждение об опасном агрометеорологическом природном явлении. Длительное залегание более 6 декад высокого снежного покрова 30 сантиметров и выше, слабое промерзание почвы менее 30 сантиметров и повышенный температурный режим почвы на глубине залегания узла кущения растений минус 1 градус по Цельсию и выше вызвали выпривание озимых культур под снегом. Проще говоря, из-за большого количества выпавшего снега на поверхности образовалась настоящая шуба. Из-за теплой осени и теплого же начала зимы почва не успела промерзнуть. В итоге растения оказались в парилке. К таким температурам озимые культуры не приспособлены, и сейчас они просто выгнивают. Снега в этом году, отмечают дачники, действительно выпало очень много. И сегодня проверить грядки и озимые культуры, которые там растут, не представляется возможным. Сугробы здесь просто по колено и даже больше. Подобные выпривания озимых культур, к слову, случаются по разным причинам. Частая и резкая смена погодных условий – одна из них. Если в самый разгар весны, к примеру, вновь наступят холода, то практически оттаившая почва покроется тонкой ледяной коркой. Солнечные лучи, проникая через нее, будут нагревать растения и вызывать тем самым обильное поглощение кислорода. Вскоре его окажется недостаточно, и посаженное осенью озимое просто погибнет. Впрочем, даже если подо льдом ослабленное растение выживет, на поверхности его ждет не меньше опасностей. Они попадут под весенние заморозки, могут подвергнуться заболеваниям. Поэтому условия у нас в этом году складываются, так сказать, не очень хорошо. Когда температура верхних слоев почвы, она близка к нулю, у нас еще тоже могут очень хорошо перезимовать все вредители и вирусы, споры какие-то. Подобное агроявление в этом году ждет практически все муниципалитеты республики, за исключением самых северных районов, где почва успела глубоко промерзнуть. Впрочем, беда для региона не так уж и масштабна. В наших краях высаживают немного озимых культур. При этом на больших предприятиях о таких сюрпризах погоды всегда думают заблаговременно. Мы, как правило, сеем смеси. То есть это озимая рожь и озимая пшеница, плюс озимая вика. Таким образом, учитывая то, что озимая рожь склонна к выприванию, а озимая пшеница нет, мы можем все равно получить определенный гарантированный результат весной. То есть мы можем в любом случае получить урожай от пшеницы. И наоборот, если бывает вымерзание, то вымерзает пшеница, рожь остается. К слову, такой прием, правильный подбор культур, едва ли не единственный способ избежать большого урона от выпривания. Не следует также использовать избыточное количество азотных удобрений, сеять озимы на богатых органикой и чересчур плодородных землях. Тяжелые суглинистые почвы и участки с близким нахождением грунтовых вод тоже могут свести на нет старания растениеводов. Любовь Филиппова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.